Первая проблема связана с безопасностью. Объект под названием Гагаузия Ленд, во-первых, построен незаконно, а во-вторых, не сдан в эксплуатацию, поскольку был построен незаконно. Те, кто сегодня управляют Гагаузией от имени беглого преступника Ивана Шура, обязуют детей и учителей приехать и отпраздновать окончание школы в месте, которое существует и функционирует незаконно. Шоровцы, конечно же, возразят мне тем, что этот Гагаузия Ленд не сдан в эксплуатацию, потому что режим ПАС и Майя Санду, как они любят выражаться, якобы препятствовали и сделали все, чтобы этот объект не появился и не был сдан в эксплуатацию. Все это, конечно же, отговорки и самая настоящая ложь. Все мы помним и следили за тем, как проходило строительство Гагаузия Ленд. Мы освещали, я имею в виду, мы в НОКТА освещали это все еще на этапе выделения земельного участка под этот объект. Местный совет села Кангас выделил эту землю незаконно. Решение было принято в спешке, без соблюдения всех необходимых процедур. Журналисты спрашивали примара села Кангас Михаила Исера, под что примария выделяет эту землю. На что он ответил: я не знаю. Важно отметить, что участок под строительство Гагаузия Ленд был выделен бесплатно и непонятно на каком основании. Мы помним, как это решение продавили на заседании местного совета представители Шора, в частности Михаил Влах. Шоровцы требовали выделения этого участка, не предоставив примарии никакого проекта и никаких документов. Проект строительства этого объекта не прошел утверждение в местном совете и у районного архитектора, как это должно быть в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова. Поэтому после строительства шоровцы не смогли сдать Гагаузия Ленд в эксплуатацию. Соответственно, нет разрешения на эксплуатацию этого объекта. Этот объект даже не подключен к электрическим сетям. И в чем проблема, могут спросить меня некоторые. Проблема в том, что мы не знаем, соответствует ли этот объект требованиям безопасности. Но несколько несчастных случаев на этом объекте говорят о том, что он не соответствует требованиям безопасности. Один ребенок там сломал ногу на карусели, и один электрик получил удар током.